Прошу всех встать. Провозглашается резолютивная часть решения Конституционного суда. По делу о проверке конституционности пункта 5.6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики в связи с обращением Рыскуловой Алины Руслановны Өмиркул Улу Улана. 27 сентября 2023 года, города Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Хасмалиева, Хадырбаева, Шашиналиева при секретаре Талайбекове с участием обращающейся стороны Рыскуловой Алины Руслановны, Өмиркул Улу Улана, стороны ответчика Саранова Самата Кыштобековича, постоянного представителя Джовар Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, Сапияновой Маргариты Насаркановны, представителя Верховного суда по доверенности, Иманалиевой Айнуры Курманбековны, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Джаманкулова Азамата Маратовича, представителя Министерства юстиции по доверенности. Рассмотрев в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 6 статьи 202 Гражданского процессуального кодекса, руководствуясь пунктом 2 части 2 частями 4 и 5 статьи 97 Конституции, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд решил признать пункт 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики противоречащим части 2 статьи 24, части 2 статьи 56, частям 1-2 статьи 61 Конституции в той мере, в которой допускается оставление иска без рассмотрения судом при однократной неявке в суд истца, не просившего о разбирательстве дела в его отсутствие без уважительных причин. Кабинету министров инициировать соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, вытекающие из мотивировочной части настоящего решения. Решение окончательно обжалованию не подлежит. Вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда. Традиционно мы высказываем некоторые аргументы, почему Конституционный суд приходит к подобному решению. Конституционный суд пришел к выводу о том, что процессуальные меры, которые применяются в отношении истца и ответчика, в данном случае несоразмерны и осложняют, серьезно затрудняют положение истца, выражающиеся в необходимости повторного подготовки документов, повторной оплаты государственной пошлины для обращения в суд, тем самым в какой-то мере влияя негативно на доступ к правосудию. Вот основные аргументы, которые послужили причиной для принятия такого решения. Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.